функции ангелов, да. Но вот в принципе, если человек к чему-то стремится серьезному, и то, что принесет пользу не только ему или его семье, а обществу, Бог будет посылать своих ангелов, чтобы они, не делая за него работу, ведь ангелы, когда мы говорим о таких чудесах, ангелы не будут за тебя делать, они тебе помогут. Помните, это ведь не как в сказке, там этот Вовка в тридевятом царстве, вы за меня и есть будете? Ага. Нет, ангел за тебя не будет не пилить, не строгать, не выдумывать ничего. Ты должен мозги свои напрягать. Ангел тебе будет чуть-чуть подсказывать. Это, знаете, как хороший педагог, преподаватель, который смотрит за студентом и даже пусть студент ошибки делает, он где-то может чуть-чуть подмигнуть, чуть-чуть вот подсказать, но сделать нет. Да, вектор дать, но не будет за тебя решать. То есть вот силы. Бог чудотворец, и вот разные чудеса они помогают осуществлять в этом мире. Чудеса внутри законов природы и чудо в чуде. Есть вот понятие «нес», чудо, да, в Библии, «нес» — это чудо. Ну, чудо может быть, да, вот человек успел на уходящий там автобус или корабль там, на поезд. А есть «нес бетох нес», чудо в чуде. Вот это чудо в чуде, это когда уже действительно мертвые воскресают, когда люди по воздуху начинают не на самолетах летать, а просто сами по себе. Когда, например, вот недавно была память 7 отроков ефесских, когда на 250, по-моему, лет они раз и заснули, а потом проснулись. Может человек 250 лет проспать? Ну, это только сейчас для нас это фантастика. Они как-то проспали. То есть вот есть чудеса в рамках законов природы, законов физики, биологии, химии и так далее. Даже, может быть, мы же не все законы, не все же еще знаем это наше мироздание. А есть действительно чудеса, превосходящие естество. И вот это чудо в чуде, вот это все относится к области вот этих ангельских